Всех приветствую на своем канале, меня зовут Олеся. Общий расклад у нас сегодня на сплетни, кто что болтает о вас, кто что скрывает. По личным консультациям обращаемся по номеру в комментариях. Так, начинаем. Ну вот, сразу у нас выходят двое человек, женщина, мужчина. Женщина колдушка, женщина такая очень продуманная, очень хитрая, неприятная особа. Такие всегда очень хорошо устраиваются в жизни. Обычно у них более мужской такой характер, более такой стервозный, но это скрытая стервоза. Магичила она вас, магичила, манипулировала вообще в общении с вами. Недавно у вас был конфликт, причем серьезный. Как-то она вас зацепила, что-то наговорила нехорошее. Про какую-то женщину еще при вас говорила, вспоминаете, кто там. Потому что при вас она тоже кого-то обсуждала. Причем женщина это была удачливая. И ей это конкретно не понравилось, она с вами ее обсуждала. Говорила, что она какая-то ненормальная, что она вообще не заслужила того, что с ней происходит сейчас, да, завидует то, что у нее семья есть. То есть недавно у вас должен был быть такой разговор, либо вот где-то срок, месяц-два. Она переживает, что она одинока очень, постоянно вот это вот говорит, то, что ну почему вот у нее так, а у меня не так. Потому что она вас видит, знаете, вот как, что вы вот прям идете по жизни, вы звезда. То есть на вас все обращают внимание, какой-то постоянный мужчины какие-то рядом, причем моложе вас. А она одна и одна, вы знаете, как вдова. Вот есть такие женщины, у них не по статусу они вдовы, они просто сами по себе такие. Много скрывает от вас, общение идет, она общается с кем-то, общается против вас. Какой-то идет мужчину, какого-то мужчину против вас настраивает. Что-то хочет ему донести, что ты хочешь донести. Донести, что вы гулящая, что у вас много мужчин, что вы их не цените, что вы их используете для своих каких-то корыстных целей. Зависть прям черная, зависть вообще просто ужас. Обида на вас такая сидит, что это вообще даже так редко выпадает. Ну, тут она сомневается. Вот, понимаете, она из вас, вот общением с вами, она из вас вытягивает энергию. И эта энергия настолько нужна, что она не знает, что ей делать, потому что она и выносить вас не может уже, вот настолько вот чернота уже ее съела, да. Ну и проститься с вами не может, потому что жрет вашу энергию. То есть она, как знаете, как вампирша такая, без энергии она не сможет. Сейчас у нее какие-то проблемы с кредитами, какие-то долги. И она не знает, что делать, то есть ей некому подсказать. Она вот чувствует, что она как будто бы как маленькая, да, как ребенок вот сейчас в каких-то там засела проблемах, и никто ей не даст ни совет, ничего. Так, смотрим на мужчину, который выпал. Ну, мужчина ревнует, сильно ревнует, следит, сейчас посмотрим, где. Ну, тут какие-то соцсети, тут какое-то, вы знаете, такое, где легкое общение обычно. Может быть, выискивает вас на сайтах каких-то знакомств, знаете. Считает, что вам давал, очень был заботливый, он так считает. То есть это не факт, что это было на самом деле. Очень расстраивается, что у вас всегда есть выбор. Выбор из мужчин, выбор из каких-то ситуаций, да, что у вас никогда не бывает такого, что вы одна. То есть у вас даже, когда ключевые какие-то моменты идут в жизни, у вас разрушение, что-то еще, у вас всегда появляется мужчина. Ну, переживает, вы разбили ему просто сердце, вы ему разбили сердце, вы заставили его переживать так, что он до сих пор даже вот как-то не оклемался. Вообще вас считают такой женщиной очень, знаете, ну вот как женщина мечты, да, возможно, вы его напоминаете, там мать, сестру, родственницу какую-то, то есть как будто вот родной человек, вот прям для него вы идеал. При этом сам он какой-то, то ли Альфонс, то ли, не знаю, то ли младше вас.
Ну, тут какое-то, да, вообще несерьезное что-то. Он очень надеялся, что у вас сложатся отношения, что у вас как-то все получится, все будет, ну, короче, все сложится. Но появились другие мужчины, которые даже в его голове, да, может быть, возможно, вы просто с ними общались, а он решил, что у вас уже есть новые ухажеры, и он решил, что вы слишком, опять же, вот гулящая, что вы слишком как-то резко принимаете решения, тут однозначно прям идет, и он не смог этого вынести. Вот у него настолько был внутриличностный конфликт, что он посчитал, что ему лучше вас оставить в покое, потому что понимает, что он вас не потянет. Какой-то мужчина наблюдает тоже, ищет какой-то встречи с вами, опять же, не знает, как вам подойти, знаете, что-то хочет от вас, считает, что прям вот с вами ему будет прям прекрасно, что у него жизнь, знаете, начнется заново. Но вот пока он хочет каких-то, вот, знаете, таких легких отношений, вот чисто увидеться, что приехала и уехала. То есть какой-то тоже ключевой у него был момент в жизни недавно, что у него какие-то изменения идут, возможно, развод какой-то, да, либо расход там со своей какой-то женщиной. Опять же, может быть, вдовец в прошлом, да. У него есть четкое желание как-то самоутвердиться сейчас, потому что вот у него произошла какая-то разрушительная ситуация, он ищет из нее выход, он хочет из нее выйти победителем. Он думает, что вы ему в этом каким-то образом поможете, что вы прям вот знаете, как вот такой близкий человек ему будете, который ему поможет разобраться в себе, да. Но вас видит такой женщиной, знаете, далекой от него, что вы пока не идете как-то к нему навстречу, не идете на связь. Вот, при этом он вас очень желает. Чувствуешь, что вы уютная такая, прям девушка, знаете, вот он вас видит такой. Очень переживает, что кто-то у вас появится. Очень переживает, потому что у него была уже ситуация, когда он кого-то поймал в своей сети, да, нашел кого-то, но не сложилось, он переживает, что будет повторение ситуации. Сам пока в каком-то поиске себя, да, тоже на выборе каком-то стоит, сейчас выбирает. Ну, тут какая-то женщина выходит, какая-то мать, скорее всего, да, подталкивает его, что надо жениться, надо действия какие-то делать, что ты уже засиделся, тебе уже лет сколько, выходи, давай, женись на ком-нибудь. Он ей пытается донести, что он пока не готов. То есть, что вот, знаете, вот он знает, что у него есть женщины рядом с ним, которые хотели бы с ним отношения, прям вот они готовы всю себя отдать, но он их не принимает. И он ей говорит, что пока я не найду свою женщину, я ничего делать не буду. Ну, конечно, вы знаете, тут еще какая-то грязь на вас, девочки, какая-то вот неприятная вещь кто-то на вас делал. Вот, скорее всего, ночное какое-то время, да. Да, вы, кстати, делали на отторжение союза. Если вы недавно расстались, если есть какое-то такое ощущение, да, тут однозначно, потому что башня, луна тут, да, колдует какая-то женщина. Женщина одинокая, женщина, знаете, вот она ведет закрытый образ жизни, такая вот вся очень... Жизнь у нее покрыта тайной, в общем. Какие-то у нее моральные проблемы. Вот вспоминаете, кто у вас из окружения. Что-то вот с ней не то сейчас. Ну, в общем, человек очень сильно выделяется, асоциальный такой, неприятный. Вы закрываете глаза на это, вы не видите, как она себя ведет, а она где-то в вашем окружении находится. Вам надо обязательно быстро ее найти, чтобы она не успела вам окончательно все испортить. Хочет обманом как-то вот получить ваш успех, знаете, вот проникнуть в ваш дом, потому что всегда у нас десяточка, да, благополучие, семья, дом, хочет проникнуть в вашу жизнь, хочет там как будто бы, знаете, забрать ваш какой-то успех, что-то, может быть, вещь какую-то сейчас. Ну да, тут что-то, что вы давно прячете,
вещь, которую вы говорили, возможно, всем, что вы ее сдали, продали, еще что-то. То есть уже как будто бы потерянная, да, вещь. Да, и в общем, сдали, продали, отдали за долги, типа того. И она не хочет, в общем, она не верит, что это так и есть. В общем, девочки, все равно это общее как бы видение, да, хочет проникнуть в вашу семью, в ваше как бы логово, да, вот где вы живете, найти там какие-то ценности, да, для вас очень важные, которые дарил мужчина, кстати, тоже может быть такое. Что-то вот она пытается. Она как-то завидует, что ли, хочет вот в чем-то быть на вас похоже, потому что вы везде успеваете, у вас там работа, дом, семья, какое-то вот, может быть, личное дело, хобби, и она хочет повторить, вот она хочет повторить в этом ваш вот успех такой каждодневный, хочет заново как-то жизнь начать, но ей карма не дает. На сегодня я заканчиваю расклад. По личной консультации обращаемся по номеру в комментариях. Пишите комментарии, у кого отозвалось, у кого не отозвалось. Я все читаю. Всех вам благ.